ибо вы видите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим». Завещание Ярослава Мудрого своим потомкам, 1054 год. Добрый день, уважаемые гости! Мы сегодня открываем мультимедийную выставку «Украина на переломах эпох», призванную популяризировать историю, объяснить истоки современных событий, которые уходят корнями в глубину веков и являются частью неразрывной нити времени. Выставка создана Министерством культуры Российской Федерации, Российским военно-историческим обществом, Патриаршим советом по культуре, Фондом гуманитарных проектов и Ассоциацией исторических парков «Россия. Моя история». Выставка не имеет идеологическую направленность и не направлена против государства и народа Украины, а создана для того, чтобы объективно раскрыть и показать общую историю двух наших стран и двух наших народов, от самых истоков до сегодняшних тяжелых для нас всех дней. Слово предоставляется директору исторического парка «Россия. Моя история», члену Общественной палаты Республики Саха-Якутия Соловьеву Дмитрию Ивановичу. Дорогие друзья, во-первых, я хотел бы всех вас поблагодарить, что сегодня нашли время и пришли в исторический парк «Россия. Моя история». Исторический парк «Россия. Моя история» – это место, где проводятся очень значимые для республики, для нашей страны мероприятия и выставки. Сегодня мы открываем выставку, которая является частью очень большого проекта, который идет сегодня по всей системе исторических парков. И открылась эта выставка, первая выставка, с участием президента Российской Федерации в городе Москве, в центральном выставочном зале «Манеж». Это подчеркивает то обстоятельство, что тема Украины сегодня, и все мы об этом прекрасно знаем, насколько она важна, насколько она отзывается болью в сердцах нашего народа. Украина и Россия имеют общие исторические корни, общую культуру, общую веру, общую судьбу. Но несмотря на это, поддавшись какими-то своим заблуждениям под натиском определенной политики наших недругов, которые, в общем-то, на разных этапах истории всегда пытались селить раздор между братскими народами нашей страны, сегодня на Украине, в общем-то, получилось, что достигли определенной серьезной своей цели. И наша задача сегодня разъяснить и пояснить нашей молодежи вот именно ту общую историю, общую нашу судьбу, о том, что нет войны против народа Украины. Есть специальная военная операция, которая своей целью ставит низложение нацизма, фашизма, оголтелого национализма, русофобии, угрожающей нашей стране, нашей с вами отчизне. Поэтому мы считали своим долгом открыть эту выставку сегодня в историческом парке. Она будет работать до конца этого года, и мы призываем всех руководителей, наших министров, наши образовательные учреждения обязательно привести сюда своих воспитанников. Спасибо за внимание. К сожалению, в настоящий момент мы все наблюдаем, сколько ненависти изливается вокруг этого противостояния, ставшего нашей общей трагедией. Но также нельзя и не замечать того, что у нас в стране, в России, нет и не может быть злости по отношению к простым украинцам, ставшим заложниками этой страшной ситуации. У наших воинов, возвращающихся с фронта, получается не исказить своей души, не очерстветь и не хранить в себе дух мести. Именно в этом и заключается настоящий подвиг. Подвиг любви. Слово предоставляется руководителю управления специальных программ администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Никифорову Андрею Васильевичу. Уважаемые гости, участники, прежде всего хочу поздравить с открытием этой выставки и хочу обратиться к ребятам, нашим добровольцам, которые честно и мужественно защищали интересы нашей Родины и непосредственно нашей республики Саха-Якутия.
история России помнит, что никогда народ Саха не стояла на стороне и всегда защищала интересы нашего Отечества. И память об этом для нас всех свята, что эту память мы никогда не предадим. Мы искренне гордимся и благодарим вас. В это тяжелое время вы выбрались на улицу и пошли защищать интересы нашего многонационального народа России. И при этом показали во всех направлениях широкого фронта именно наш отряд, где в основном наши земляки участвовали, это ФАРС-2, что кто не знает, и мы чтобы обозначить, что наши земляки там находятся, и для поддержки нашей республики, вообще Российской Федерации, назвали их национальным именем Бог. А кто такой Бог? Это воин, все знаете, истории всякие пути. И я верю, если вы не закончили именно свое патриотическое движение и свой ратный труд, и все сделаете для воспитания нашей молодежи, военно-патриотического воспитания, и будете участвовать в всех общественных направлениях, мероприятиях, и будете выступать перед нашими молодыми будущими защитниками Отечества. Сердечный вам поклон. Юбилейной памятной медалью 100 лет Якутской АССР награждается Заболоцкий Виктор Михайлович, участник специальной военной операции на территории Украины, за проявленную честь и патриотизм, достойную военную службу Родине. Награждается Васильев Сергей Петрович, участник специальной военной операции на территории Украины, за проявленную честь и патриотизм, достойную военную службу Родине. Сергей Петрович является высококвалифицированным хирургом-травматологом, кандидатом медицинских наук, отличником здравоохранения Российской Федерации. Он также в числе первых вызвался защитить Родину и записался в ряды добровольцев-медиков. Участники специальной военной операции Илдархан Когунвола, сотрудник учебного центра ВОДУ, Петров Назар Иннокентьевич, начальник Улусной больницы муниципального образования Оленевский район. Давайте вместе поприветствуем защитников нашего Отечества и пожелаем им крепкого здоровья. Слово предоставляется председателю Ассоциации ветеранов боевых действий Республики Саха-Якутия Черкашину Ивану Петровичу. Добрый день, наши дорогие, можно сказать, молодежь, настоящее поколение, наши Якутии и организаторы. Сегодня мы пришли смотреть и изучить, что представляет собой. Я не перестаю говорить и представить никогда, что украинцы у нас братские. Поэтому я
всегда буду гордо назвать украинцев великим народом. Украина нам подарила нашего олимпийского чемпиона Павла Пилигина. Украина нам подарила многих наших знаменитых не только политиков, но и советских видных деятелей и искусств. Я хочу вас сегодня призвать не смотреть украинский народ враждебными глазами. Вот эти парни, которые прошли огонь и воду там, как дело операции, они подкрепляют мои слова. Но сейчас не все открыто можно говорить. Но мы знаем, что наши якутяне, наши воины, там героические поступки совершают. И о них будут написаны книги, сняты фильмы, назовут их именами улиц и школ. Я хочу сейчас предоставить слово, кто скажет, Назару Петрову, пару слов он скажет вам. Добрый день, уважаемые гости выставки, организаторы. Во-первых, благодарю вас за такую хорошую организацию. Благодарю наше правительство за помощь и поддержку, которая оказывалась нам на специальной военной операции. И за то, что вы чтите участников специальной военной операции. Спасибо вам. Во-вторых, я хочу сказать как врач, нацизм и преступный режим – это как нарыв, как гнойник, который, если вовремя не ликвидировать, приведет к воспалению конечности всего организма и сепсису, то есть смерти. Президент Владимир Путин принял единственное верное решение – ликвидировать этот нарыв, вырезать абсцесс. Я вам как хирург говорю, если не удалить его вовремя, то он распространится на всю Россию, на весь мир. И сегодня, в-третьих, я хочу поблагодарить ребят, которые, вернувшись со специальной военной операции добровольцем по окончанию контракта, продолжили свой святой долг в качестве мобилизованных контрактников и сегодня защищают наше Отечество. Спасибо им. Значительный вклад в защиту нашего Отечества на всех этапах истории вносят сотрудники Министерства внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы безопасности и других силовых ведомств. Мы видим, как сегодня в непростых условиях специальной военной операции удается сохранять высокий муниципального управления МВД России Якутская, полковнику полиции Ивановой Елене Степановне. Добрый день, уважаемые участники торжественного мероприятия, открытия выставки. От имени муниципального управления МВД России Якутская я всех приветствую. Хочу сказать, что сотрудники органов внутренних дел глубоко чтят и уважают тех людей, которые отстаивают честь и независимость нашей Родины в самых тяжелых испытаниях.
За всю историю якутской милиции и полиции при исполнении служебного и гражданского долга не только в горячих точках, но и на родной земле погибли 178 сотрудников. За проявленное мужество и самоотверженность 38 сотрудников награждены орденом мужества, из них 15 посмертно. 6 сотрудникам присвоены звания Героев Советского Союза и России. Лучшие черты солдат правопорядка – верность народу, преданность Родине, крепость духа всегда ярко отражают деятельность органов внутренних дел. Мы всегда верны присяге. Спасибо. Чтобы верно осмыслить настоящее, успешно созидать свое будущее, мы обязаны обратиться к истории. В рамках одной экспозиции невозможно охватить все события, произошедшие более чем за 1000 лет. Перед вами очерк, повествующих о ключевых поворотных моментах нашей истории и судьбы, о которых нам, людям и в России, и на Украине, важно знать и помнить. Наша главная задача, чтобы наше подрастающее поколение знало великую историю своей страны, было надежным оплотом развития страны в настоящем и будущем. Слово предоставляется директору, заместителю директора Якутской кадетской школы-интерната, начальнику штаба регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия» Кузьмину Александру Николаевичу. Добрый день, уважаемый Дмитрий Иванович, уважаемые гости, ветераны боевых действий, дорогие ребята, юнармейцы. Сегодняшняя выставка, безусловно, очень важна для формирования патриотического воспитания граждан, в том числе подрастающего поколения. Выставка показывает взаимосвязь между Россией и Украиной и является хорошим историческим источником для формирования патриотизма в целом населения. И благодаря этой выставке мы надеемся, что наша молодежь, наши юнармейцы смогут еще больше узнать много интересных фактов нашей общей истории. Спасибо. Разлом, пропасть, возникшие в последние годы между Россией и Украиной, между частями одного народа – это большая общая беда, горе и трагедия. Мы признаем вследствие ошибок, допущенных в разные времена нами самими, но и это результат невековой целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к разрыву нашего единства, как этапа уничтожения нашего народа и России как государства. Формула, которую применяют наши противники, известна испокон веков – «разделяй и властвуй». Эти манипуляции построены на национальных чувствах, действиях, рождающих рознь и ненависть между родными людьми. Сегодня мы противостоим исполнению сверхзадачи врага – разделить, стравить между собой части единого народа и, как уже очевидно, уничтожить его. Слово предоставляется председателю общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия Иванову Илья Волшевичу. Всем добрый день. Тема сегодняшней встречи, конечно, глубинная, очень серьезная, в идеологическом, психологическом, историческом направлении. Украина всегда была составной частью великой России. И когда возникали проблемы, то все представители всех сословий России, Советского Союза, а сегодня Федерации вставали на защиту своей составной части и народа, в том числе и украинского. Якутяне всегда участвовали в решении этих проблем, в том числе и военных. В этом здании буквально недавно проходила презентация книги, когда общественники, энтузиасты пытались выяснить, как якутяне участвовали на фронтах Первой мировой войны. На сегодня известно, что около 50 якутян были награждены за участие в боях во время Первой мировой войны высшей наградой того времени Георгиевским крестом. Эту солдатскую награду с уважением на своей груди носил и император того времени, царь российский Николай II.
числе этих 50 сегодня вот энтузиасты установили, что были 2 женщины. Одна из них из Статинского вуза, которые добровольно пошли защищать свое отечество. И она получила тоже эту боевую награду Георгиевский крест. Во время Великой Отечественной войны или Второй мировой войны якутяне тоже также участвовали в защите Отечества. 25 героев Советского Союза – это высшая награда. И сегодня молодежь, вы видели, что есть взаимодействие поколений. Уже сегодня молодые люди тоже так же по стопам своих предков защищают свою родину, интересы ее, свое отечество. Конечно, здесь было правильно сказано, что не на пустом месте появилось сегодня то противостояние, которое существует. Какая-то кучка людей, которые продвигали идеологию неофашизма, оказалась бесконтрольна в этой республике и государстве Украины. И они так с помощью врагов России провели работу, что целая страна сегодня стала во языцах неофашистской страной. Ну и правильно сказали, сегодня Россия проводит специальную военную операцию не с самим украинским народом, а с теми выродками, которые продолжают те фашистские идеологии, которые были и в Первую, и во Вторую мировую войну. Я думаю, что это бесследно для самой Украины, для народа Украины не пройдет, но оно завершится. В любом случае народ всегда знает, где истина, а где правда. Поэтому вот такие мероприятия, они, конечно, имеют основную цель. Мы должны довести до каждого мальчишки, девчонки, да начиная прямо с детского сада, понятие отечества, понятие Родины, не говоря о той идеологии, которая сегодня идет под знаменем патриотизма. Патриотизм — это не пустое место, это везде разъясняют. К сожалению, сегодня в республике осталось чуть более 20 человек, прямых участников Великой Отечественной войны. Они участвовали в освобождении Украины от фашистского ига. И сегодня их потомки также участвуют в специальной военной операции и доказывают, что преемственность есть, понятие Родины есть, понятие чести есть. Они погибают, но не сдаются. Мы должны воздать во всех направлениях честь и прославить имена этих людей, которые защищают свою Родину и интересы Родины погибли. Я благодарен руководству этого музея и тем общественным организациям, что вот такие мероприятия проводятся. Конечно, сегодня участники Великой Отечественной войны уже сами не могут сюда прийти и принять участие. Самому молодому из них 96 лет. Но они прекрасно овладели сегодняшней интернет-техникой, IT-направлениями, они знают, слышат и видят, какая работа продолжается для того, чтобы сохранить то, что они отстояли в годы Великой Отечественной войны. Спасибо организаторам. Уважаемые гости, на этом торжественное открытие выставки «Украина на переломах эпох» подходит к концу. Мы приглашаем наших почетных гостей пройти на экскурсию сейчас, следом за Антоном Якушевым. Антон, пожалуйста, покажитесь нам. Чтобы комфортно провести экскурсии, мы предлагаем студентам в настоящее время разделиться на несколько выставок за нашими экскурсоводами, а затем уже посетить саму выставку «Украины на переломах эпох». Айсен Габышев набирает группу для прохода на выставку «Путь Аламхо длиною век». Алена Секритова набирает группу на экскурсию по выставке «Современная история Якутии». И Сырглана Жайлаубаева. Пожалуйста, помашите. Сырглана Петровна проведет экскурсию по выставке «Герои с вечно русским сердцем». Сейчас делимся на группы.
Еще раз могу повторить, Айсен Габышев набирает группу на выставку «Путь Аланхо длиною в век». Желающие могут пройти за Айсеном. Айсен, прямо покажитесь, пожалуйста, еще помашите, вот машет ручкой. Алена Секритова. Алена Секритова набирает группу на выставку современной истории Якутии и Светлана Петровна на выставку «Герои с вечно русским сердцем».